Конференция, посвященная ценностям семьи, собрала полный зал. Здесь участвовали врачи, чья специализация связана с женским и детским здоровьем. На конференции поднимались актуальные вопросы ответственного материнства и счастливого здорового детства. Программа «Материнский капитал» и программа модернизации здравоохранения и национальный проект здоровья очень подробно на территории Республики Тыва работают. И по показателям рождаемости и средней продолжительности жизни у нас достаточно благополучная цифра. Если это касается показателя рождаемости, мы находимся в лидерах по Российской Федерации. И число родов у нас ежегодно в Республике Тыва – это порядка где-то 9 тысяч родов. Из них 70% родов происходит в стенах перинатального центра Республики Тыва. Были затронуты темы поддержки молодых семей, защиты детей от домашнего насилия и формирования здорового образа жизни, проблемы, связанные с инвалидностью детей, ее причинами и последствиями. Врачи также пытались решить вопрос своевременного реагирования на возникающую проблему в семье и как современному обществу стать более чутким к проблемам соседей, близких или родных людей. Поддержка – вот главная сила, которая может предотвратить беду. Наряду с благосостоянием отдельно взятых семей, здоровье населения в целом является важнейшим фактором, позволяющим повысить уровень жизни, способствовать экономическому росту и развитию экономики в масштабах всего общества. Сегодня в Туве без попечительства при живых родителях остались 147 детей. Родители этих детей ограничены в родительских правах, либо вовсе были лишены их. Некоторые из них отбывают наказание в исправительных учреждениях. За последние годы мы имеем по статистическим данным положительные показатели по количеству, например, устроенных детей в семье. Эта динамика отмечалась и на федеральном уровне. Это большая заслуга, наверное, работников всех социальных сфер. Хочу привести пример, например, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Кызыле. В бытность работы в Министерстве образования там находилось более 300 детей, и такое достаточно серьезное было количество детей-сирот. На сегодняшний день там находится всего 146 детей, из них сирот всего там 27 или 28. На конференции также обсудили и качество оказания медицинских услуг, вернее тот этап, когда пациент обращается за разъяснениями в регистратуру. Врачи сошлись во мнении, что регистратура – лицо учебного учреждения, что именно с нее начинается формирование образа не только поликлиники, больницы или любого другого лечебного учреждения, но и здравоохранения в целом. Вежливая регистратура нацелит пациента на позитивный настрой в лечении, а врачи не будут испытывать дискомфорт от излишней нервозности пациентов. На базе Кызылского медицинского училища был проведен внеочередной цикл обучения регистраторов данных учреждений. И в настоящее время сегодня они заканчивают обучение, обучили 41 человек на данном цикле. Конференция «Роль семьи в формировании здорового образа жизни и в демографическом развитии Республики Тыва» раскрыла не только основную тематику конференции, но и стала котлом обсуждений вопросов здравоохранения республики. Салгал Оржак, Буян Аюн, Илья Сапун, телекомпания «Новый век».